Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Душанбе всегда считался городом мира, дружбы и добра, а теперь он стал еще более современным, приобрел новые краски и неповторимую ауру. За последние 4 года высшим руководством города и страны были приняты меры в области строительства и благоустройства. В столице продолжаются подготовительные работы по достойному празднованию 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В этом направлении был разработан комплексный план, включающий 4145 мероприятий, в том числе 1525 мероприятий по ремонту, внедрению оборудования и реставрации, 2224 мероприятия по покраске и отделке зданий и сооружений и 396 мероприятий по строительству зданий и сооружений различного назначения. Душанбе стремительно меняет свой облик. Каждое новое здание, в котором сочетаются национальные и европейские стили и своеобразная архитектура древнего таджикского зодчества, становится достойным украшением города. Тенистые парки и скверы своими цветущими клумбами, декоративными деревьями и цветущими кустарниками, фонтанами и другими элементами дизайна придают столице суверенного Таджикистана неповторимость и величие. За последние 4 года высшим руководством города и страны были приняты беспрецедентные меры в области строительства и благоустройства. С 2017 по 2019 годы в Душанбе за счет всех источников было построено более 750 объектов различного назначения с выделением 5,4 миллиардов самани. За первые 5 месяцев 2020 года из различных источников на строительство и архитектуру столицы было выделено около 1 миллиарда 34 миллионов самани. Строительные работы в зданиях и сооружениях различного назначения города проводятся с учетом требований современности и в соответствии с международными стандартами. С 2017 по 2019 годы отечественными строительными компаниями было введено в эксплуатацию 162 высотных жилых здания площадью 757,2 квадратных метра, а за первые 5 месяцев 2020 года общая площадь сданного в эксплуатацию жилья составила 62 331 квадратный метр. Наиболее крупный и уникальный объект, который в настоящее время строится в столице, это площадь Истеклол с архитектурным комплексом независимости и свободы. Этот грандиозный и величественный объект, расположенный на площади 30 гектаров, будет состоять из трибун, центральных, северных и южных ворот, фонтанов, водопадов, стены с фресками, террас, площади для проведения различных мероприятий, музея и других объектов. Символ независимости высотой 121 метр будет установлен в центре площади. Нижняя его часть составит 30 метров, а верхняя – 91 метр, что символизирует 30-летие государственной независимости. Площадь Истеклол с архитектурным комплексом независимости и свобода станет основным и самым величественным юбилейным объектом в стране, который будет сдан в эксплуатацию в 2021 году в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений в сфере образования в 2019-2020 годах приобрели новый импульс. За 2017-2019 годы было введено в эксплуатацию 18 новых зданий учебных заведений для более 14,5 тысяч учащихся в одну смену, а в 2020 году были введены в эксплуатацию еще 3 учреждения для 2584 учащихся. На сегодня в столице строится еще 12 школ и 12 дошкольных учреждений. По завершении работ будут созданы условия для обучения еще 12 560 учащихся в учебных заведениях и 2380 детей в дошкольных учреждениях. Строительство новых зданий и сооружений в области здравоохранения и создание широкого спектра возможностей для диагностики и лечения жителей и гостей столицы обеспечат здоровье общества в целом. С 2017 по 2019 годы в столице было введено 11 новых объектов здравоохранения. Также за этот период было отремонтировано и реконструировано 6 действующих медицинских учреждений в столице. Продолжаются подготовительные работы по достойному празднованию 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В этом направлении был разработан комплексный план, включающий 4145 мероприятий, в том числе 1525 мероприятий по ремонту, внедрению оборудования, реставрации, 2224 мероприятия по покраске и отделке зданий и сооружений и 396 мероприятий по строительству зданий и сооружений различного назначения.
В рамках празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в столице планируется построить, реконструировать и оснастить 87 производственных предприятий, большинство из которых уже завершены. Также идет активное строительство торгово-сервисных центров, бань, парикмахерских, культурно-развлекательных центров и других объектов, улучшающих условия жизни жителей. В рамках годов развития туризма и народных ремесел строительство и ввод в эксплуатацию новых и современных отелей приобрело особую актуальность. За 2017-2019 годы в столице было построено 2 новых отеля. В рамках празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан отечественными предпринимателями продолжается строительство еще 8 современных отелей в соответствии с международными стандартами. В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения большого количества граждан к занятиям спортом с 2017 по 2020 годы в Душанбе было построено 247 спортивных площадок и 67 скверов. Ну и последнее о погоде. По сведениям агентства по гидрометеорологии, дожди летом для климата Таджикистана не считаются аномальным явлением. Но на этой неделе в Таджикистане осадков больше не предвидится, температурный фон будет повышаться. 11 июля в республике резко ухудшилась погода. Неустойчивая погода была связана с активной волновой деятельностью, затем затоком холодного воздуха западной европейской части. Температурный фон понизился во второй половине дня. Также выпадали кратковременные дожди в долинах, также в горных районах с грозой. Такая ситуация в июне месяце это не аномальная. Были годы, которые отмечались также неустойчивая погода. 7 и 8 июля выпадали кратковременные дожди и даже в долинах и в горных районах с грозой и с понижением температуры. В течение недели ожидается переменная облачность, повышение немного температуры. В Хатунской области ожидается до 44 градусов тепла. Также по району Исканского подчинения ожидается повышение до 39 градусов тепла. В горных районах также ожидается повышение температурного фона по Сагдийской области до 27 градусов тепла. По району Исканского подчинения в горных районах до 33 градусов тепла. По городу Душанбе также ожидается повышение температуры. Температурный фон может повышаться в городе Душанбе до 39 градусов тепла. 15 июля возможно выпадение кратковременных дождей в горных районах, также возможно гроза и понижение температуры. Затем будет до 17 июля повышение температуры, в долинах преимущественно без осадков. Видите, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами и до встречи. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон заминҳое ки ба истеҳсолоти кишоварзӣ фаро гирифта шудаанд ҳамагӣ 10531 гектарро ташкил медиҳанд. сокинони ноҳияи баландкӯҳи рӯшон имсол дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ кишти картошка, ғалладонагӣ ва дигар зироатҳои кишоварзиро хеле хуб ба роҳ мондаанд. هر یک اویله باید برای خود ذخیره همین یک وجب زمین عاقلانه استفاده برد. من زمین نزد اولگی 4 سوتخ دارم. همین زمین کارتوشکا کوریدم، بودرینگ، کرم، پومیدور و کبودو کوریدم. این همین خلقی خودم تامین کرده، اویله خودم تامین شده است. اگر هر یک اویله همین خلق کوشش کنیم هر یک اویله خودش تامین کند، این بهبودی به اقتصادیات ما. نیکی من فکر میکنم که خلق توجیک، مردم توجیک خودش تامین میکند، چون که در برابر خود همسایه ها، خویش و تبار ها، شناسای دیده استودم که همه از زمین های نزد اولگی خود عاقلانه استفاده برده استودند. در واقع اگر هر اویله دهات از زمین نزد حولگی خود احتیاجات اویله را تامین سازد و مثل قابلمه، غلامشای و میوه و سبزواتی تر و تازه را در نتیجه مهنت از زمین نزد حولگی خود دسترس نماید، در فصل تیرماه و زمستان نیز دسترخوانش از برکت مهنت آباد می شود. اگرچند که مرز معموری ناحیه روشن 587,070 گکتار را تشکیل کند هم زمین هایی که به استحصالات کشاورزی فرا گرفته شدند همگی 1392 گکتار را در بر میگیرد که سهامداران 3909 خواجگی دهقانی با استفاده از امکانات طبیعی هر قطعه از زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده میکنند تا اینکه محصولات ضروری
зарури рӯзгорро барои аҳли оилаи худ истеҳсол ва парвариш намоянд. дар ин диёри кӯҳистон ба сокинонаш саҳми замини корами обӣ хеле кам 2 сотих ва ё аз ин ҳам камтар рост меояд. در نوع روشون امسال در میدان 1601 گکتار کشت گذرانده شده است که 100% زمین های کورم نوع را تشکیل میدهد. اساسا در اینجا کشت غله‌دانگی در میدان 480 گکتار، کشت کرتاش در میدان 272 گکتار، سبزیجات در میدان 137 گکتار و زمین باقی مانده زیر خوراک شروع می‌باشد. мардумони заҳматписанди ин диёри кӯҳистонро мебояд аз замини пурқимати кӯҳистон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва меҳнати дилгармона ҳосили фаровон ба даст оранд. дар ноҳияи рӯшон дар хоҷигоҳи деҳқонӣ 1307 гектар замин вобаста шудааст ба хоҷигоҳи деҳқонӣ. дар хоҷигоҳи наздиҳалигӣ агар бошад 115 гектар замини корам вобаста шудагӣ истодааст. хоб дар ноҳия агар аслан гирем ҳамаи заминҳо ба пуррагӣ истифода мешаванд, яъне ҳам заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ҳам заминҳои наздиҳавлигӣ ба пуррагӣ истифода бурда мешаванд. бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд барои 630 хоҷагии деҳаҳои девзуду барзуди ҷамоати деҳоти ба номи Назаршод Додихудоев ки аз нарасидани оби полезӣ солҳо танқисӣ мекашиданд, аз масофаи 7 километру 100 метр бо қубурҳои полиэтилении об бароварда шуд. бо истифода аз шароити табиӣ сокинони деҳаи шипади ҷамоати деҳоти ба номи Муминшоҳ Абдувосиев дар болои санг зардолуро хушк мекунанд то ин ки барои зимистон захира созанд. кишоварзони ноҳия имрӯз ба хубӣ дарк намуданд ки ягона манбаи рӯзгузаронӣ дар шароити кӯҳистон ин истифодаи босамари замин аст ки аз натиҷааш фаровонии бозору ободии рӯз. Постановление об изменении границ районов Шох-Мансур, Фирдавси, Сино и Исмоили-Сомони города Душанбе с учетом присоединенных земель района Рудаки на площади 7659,25 гектаров утверждено председателем города Душанбе. Постановление было утверждено на второй сессии Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва, состоявшейся сегодня в зале Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан. Вторая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва состоялась под руководством председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. На сессии приняли участие председатель города Душанбе, заместители председателя, руководитель аппарата председателя города, руководители структур аппарата, председатели районов города, руководители правоохранительных органов, местных структур, центральных органов исполнительной власти и представители средств массовой информации. После избрания секретариата, состава редакции и регламента работы сессии депутаты утвердили повестку дня ее работы, в которую были внесены 10 вопросов, в том числе об изменении границ районов Шох-Мансур, Фирдавси, Сино и Исмоили-Сомони города Душанбе, развития сферы энергетики, особенно перехода на современную биллинговую систему обслуживания, обеспечения надежного электроснабжения жителям, реконструкции и восстановления электростанций и участка сети, выполнения государственных программ и плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе в связи с объявлением 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования, обеспечение выполнения постановления председателя города Душанбе от 10 сентября 2019 года об утверждении плана мероприятий по посадке саженцев, деревьев, кустарников, а также сезонных многолетних цветов осенью 2019 и весной 2020 года. Также хода выполнения плана мероприятий по проведению работ по созиданию и благоустройству, посвященных празднованию 29-летия государственной независимости Республики Таджикистан в городе Душанбе, досрочного прекращения полномочий депутатов Маджлиса народных депутатов Душанбе с избирательных округов номер 23 и 42, назначение выборов в избирательных округах номер 23 и 42, создание городской комиссии по выборам Маджлиса народных депутатов города Душанбе, результатов социально-экономического развития столицы за первое полугодие 2020 года
года и задач на второе полугодие, утверждение постановлений председателя города Душанбе. По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения. Душанбе, столица, всегда считался городом мира, дружбы и добра, ну а теперь он стал еще более современным, приобретая новые краски и неповторимую ауру. Так, за последние 4 года высшим руководством города и страны были приняты беспрецедентные меры в области строительства и благоустройства. В столице продолжаются подготовительные работы по достойному празднованию 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. И в этом направлении был разработан комплексный план, включающий 4145 мероприятий. В том числе это 1525 по ремонту, внедрению оборудования и реставрации, 2224 пункта по покраске и отделке зданий и сооружений и 396 пунктов по строительству. В Таджикистане практически каждая семья делает заготовки на зиму, особенно в сельской местности. С появлением COVID-19, который повлиял на экономическое положение во всем мире, отношение к этому вопросу в нашей стране кардинально изменилось. Так, таджикские хозяйки увеличивают не только объемы консервированных продуктов, но и ассортимент. Консервирование плодов имеет важное значение для обеспечения круглогодичного и повсеместного их потребления населением, а также для общего увеличения пищевых ресурсов страны. Летом, когда доступно много различных фруктов и овощей, очень своевременно и правильно запастись продуктами, которые будут весьма кстати в зимнее время. В этом году урожай фруктов и овощей весьма обильный, поэтому в продуктах для консервирования трудностей не возникает. На рынках страны по доступным ценам можно приобрести экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, необходимую для домашних заготовок. В Хатлонской области к вопросу консервирования подходят с особой ответственностью и размахом. Представители областных отделов по делам молодежи и спорта и по делам женщин и семьи в городах и районах области организуют курсы по домашнему консервированию. Если по оценкам экспертов в других государствах граждане стали заниматься реже закрутками на зиму или вообще их не делают, то в Таджикистане к этому вопросу отношение кардинально другое. Многие хозяйки делают различные компоты, маринованные огурцы, помидоры, баклажаны, различные заправки, салаты, лечо, зверобой, варенье и многое другое десятками, а то и сотнями. В каждой семье имеются собственные проверенные временем рецепты, а также каждый год список рецептов пополняется. Для многих консервирование является семейным делом. Заготовка продуктов на зиму имеет большое значение в государственном масштабе. Напомним, в ходе рабочего заседания правительства Республики Таджикистан, состоявшегося 13 июля, президент страны Эмомали Рахмон поручил использовать возможности каждой семьи для домашней переработки фруктов и овощей, необходимой заготовки продовольственной продукции. Между тем, промышленные предприятия Сагдийской и Хатлонской областей в этом году в разы увеличили производственные объемы консервированной продукции. Для производства консервов используется качественное отечественное сырье, свежие фрукты и овощи, урожай которых в этом году в Таджикистане собирают в изобилии. Консервирование продуктов позволяет значительно сократить потери сельскохозяйственного сырья, обеспечить круглогодичное снабжение населения плодоовощной продукцией в широком ассортименте, снизить затраты труда и времени на приготовление пищи в домашних условиях. В зависимости от исходного сырья и требований, предъявляемых к качеству ожидаемого продукта, выбирают технологическую схему обработки или консервирования. Существует много способов заготовки плодоовощной продукции: сушка, замораживание, консервирование солью, сахаром, кислотами и так далее. Наиболее надежный метод – сохранение продуктов в герметической таре с помощью тепловой обработки, стерилизации или пастеризации. Этот метод консервирования был придуман впервые Николаем Апером в 1810 году, и до сих пор этот метод является самым популярным и востребованным. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт, новости. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.